На территории Северной Осетии состоялась первая свадьба вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в нашу республику из-за конфликта на юго-востоке страны. Торжество проходило в пансионате Урздон, где украинские граждане живут уже около месяца. Приглашенных было более 100 человек. Поздравить новобрачных приехали представители администрации, творческие коллективы и друзья. Следуя национальным традициям, невесту подвели к старшим. Молодоженам пожелали 7 сыновей и голубоглазую дочь. В числе ценных подарков икона со Святой Земли. Очень волнуюсь, конечно. Я не знаю, я утром проснулась, мне было так спокойно, а теперь переживаю. Сейчас куча людей придет, я никого не знаю. Всякие традиции мне неизвестные будут. Волнуюсь очень. Спасатели МЧС прибыли в Цей с собаками. Здесь, в разрушенном здании бывшей турбазы «Горянка», проходит подготовка к региональным соревнованиям. В составе группы гости из Кабардино-Балкарии и Москвы. На тренировке существуют специально оборудованные места, где прячутся люди. Собаки должны обнаружить их в кратчайшие сроки и облаять. Только так их работа считается выполненной. Занятия даются нелегко, но они не проходят даром. От успешной работы кинологической службы зависит чья-то жизнь. Поиск собаки зависит от подготовленности. Он может проходить и, вот, например, сегодня мы будем прятать 7 человек, и 7 человек некоторые собаки находят за 5 минут, кто-то может за полчаса найти, от 5 минут до полчаса. В ЦЕИ проходит 5-й летний международный научно-образовательный форум. Мероприятие такого масштаба стало возможным благодаря Южному математическому институту Владикавказского научного центра РАН. В нем принимают участие математики и научные деятели не только из соседних республик, но также из Москвы, Ростова, Новосибирска, Брянска и Севастополя. В рамках летнего форума работают 2 научные секции для преподавателей и молодых ученых. Здесь каждый может обогатить багаж знаний по математическому моделированию и анализу и поделиться наработанным опытом с коллегами. В этом году в форуме приняли участие около 70 человек. Среди них сотрудники Владикавказского научного центра, учителя математики и физики, студенты и аспиранты вузов страны. Научно-практические семинары, лекции для молодежи от известных российских и зарубежных ученых – далеко не весь список мероприятий форума. Ученые считают, что проведение этого форума в будущем станет еще масштабнее. То, что с молодыми учеными, это проводится с целью как-то повысить их кругозор с одной стороны, поскольку, конечно, короткие курсы лекций не могут много дать, но с другой стороны и завязать связи, дать им какую-то информацию полезную. В Дегорском ущелье завершилась первая смена в IT-лагере для школьников, изучающих программирование. Ребята прошли курсы по основам веб-дизайна и созданию сайтов. Проект IT Camp разработан Центром информационных технологий Северной Осетии. Лагерь прошел на базе филиала физико-математического лицея в школе села Мацута. Для занятий привлекли ведущих республиканских специалистов, работающих в сфере информационных технологий. В этом году отдохнуть в лагере смогли дети из Владикавказа, Мацуты и Южной Осетии. Авторы проекта планируют организовать подобные смены во время осенних и весенних каникул и, соответственно, увеличить число участников. Обучение в режиме летнего отдыха — в этом заключается уникальность проекта. Организаторы надеются, что полученные навыки позволят детям повысить уровень знаний и лучше подготовиться к предметным олимпиадам. По окончанию смены ребята получили специальные сертификаты. Та направленность развития информационных технологий, которую на сегодня республика выбрала для себя, и вот эти кадры молодые, их надо именно вот с такого возраста воспитывать, тогда мы будем видеть уже более интерес к данному направлению в школе, потом выбор специализации и уже готовых специалистов для решения серьезных задач. Участник шоу «Голос» Давид Бугаев дал первый сольный концерт во Владикавказе. Бугаев обрел известность благодаря участию во 2-м сезоне проекта «Голос». Он исполнил там известный хит «Дилайла». Жителям Владикавказа Давид подарил вечер живой музыки в сопровождении одного из лучших джазовых коллективов. Хиты Джо Кокера, Стинга, Майкла Бубле, Фрэнка Синатры обрели новое прочтение в талантливом исполнении Давида Бугаева. Во 2-м отделении концерта певец предложил зрителям размяться. Под зажигательный рок-н-ролл невозможно было усидеть на месте. Конечно, волнуюсь. Всегда, неважно где, неважно на какой сцене, всегда очень волнительно ходить на сцену. Это нормально. Любой артист должен волноваться. Если он не волнуется, значит ему все равно до тех зрителей, перед которыми сейчас будет выступать. Это нормально.
России.